служба. Присаживайся. Вадим, тут такое дело. Ты, наверное, слышал, что вчера произошло в моем родном селе. В общих чертах. Хотелось бы узнать поподробнее детали. Командир полка, что дислоцируется недалеко от нашего села, до последнего времени откровенно издевался над моими односельчанами. Блокировав дороги, связывающие село с внешним миром, люди голодали, мерзли. Все наши попытки урезонить сорвавшегося командира не имели никакого успеха. А вчера он совершил гнусный поступок. Нам надо действовать расчетливо и с холодным рассудком. И я готов тебе помочь. И мы сделаем все, чтобы этот Боря Вояка ответил за содеянное. Иначе нам никто не поверит, что мы наводим порядок в республике в рамках закона. Преступник, какой бы пост он ни занимал, должен предстать пред военным трибуналом, а наказание должно быть самым суровым. Спасибо тебе, Вадим. Я боялся, что ты не поймешь меня, что не хватит решимости стать рядом в поимке преступника. Ему есть что терять. И ясно, что он будет сопротивляться до последнего. Совершенно верно. Я русский офицер. И мне очень неприятно, что этот преступник мой соплеменник. Однако, скажу, не надо сомневаться ни во мне, ни в моих орлах. В тебе я не сомневаюсь. Ты настоящий офицер. Теперь я верю, что эта мразь получит сполна за свой тяжкий грех. Понимаешь, Вадим, я и дальше должен жить в родном селе, встречаться со своими родными, близкими, с родственниками погибшей девушки. Я должен заслужить право смотреть им в глаза. Буду ждать твоей команды со своими орлами. Я во всеоружии. Но сначала позвоню Андрею, чтобы он доложил обо всем своему руководству Ставрополя. Так надо. Не сомневайся, тебе дадут добро на операцию. Понял. Это он и есть тот самый герой, который заморал не только свою честь, но и готов был продолжить свои грязные дела, лишь бы избежать суда. Но правда на нашей стороне. И этот дьявол воплоти ответит за свои преступные деяния. Слушай, Андрей, ты кого защищаешь? Этих дикарей? Да вы хоть понимаете, что я убил девушку-снайпера? Она была наводчицей лесных братьев. Из-за нее полегли мои ребята. Слушай, ты! Я даже не знаю, как тебя назвать. Мужчина всегда готов отвечать за свои грехи. А ты потерял и честь, и достоинство. Ты знал, что в этом селе нет боевиков. Но все равно издевался над мирными людьми, морил их голодом. Твоя офицерская карьера закончилась. Ты не уйдешь от правосудия. Пока жив я, и пока у меня такие друзья, как Андрей и Вадим. Ты что себе позволяешь? Ты на кого голос повышаешь? Я офицер-полковник российской армии. И вы каждый ответит за оскорбление моей чести. О какой чести ты говоришь? Ты ее пропил за бутылку водки, а потом совершил тягчайшее преступление. Нет у тебя никакой чести. Да, наверное, никогда и не было. Ты сама мерзость в человеческом облике. Отставить!
Если ты надеешься, что отклеветал девушку, сумеешь избежать суда, то ты глубоко заблуждаешься. Приговор подписал ты себе сам. Будь ты проклят! Стой! Ты должен понимать, если мы с Вадимом здесь, значит твой арест согласован наверху. Сдай оружие! Я не лох. Вы меня просто так не возьмете. Да, я убил эту девушку, но она не будет последней в моем послужном списке. Последней будешь ты, организатор моей травли. В отличие от тебя, я никогда людей не убивал. Но ты будешь первым. Я не буду нажимать на курок первым. Но уверяю тебя, если сделаешь это ты, то через мгновение получишь пулю в голову. Сдай оружие, если ты не хочешь иметь дополнительные проблемы. Дешевый трюк. Вахид, ты понял, почему он ранил тебя? Потом будет показания давать, что ты в него стрелял и попал в ногу. А мы для чего здесь? Ты об этом подумал? Береги конечности. Пригодятся в тюремной камере. Ненавижу! Я тебя! Вести! Спасибо тебе, Вадим. Ну что, мой друг, доволен? Конечно, доволен. Без вашей помощи мы бы не задержали ее. А если бы и задержали, то все обернулось бы против нас. Вместе мы сила. Отчаянный ты парень, Вахид. Теперь ты можешь с чистой совестью встретиться со своими земляками. Поехали вместе? Едем. После этого случая на Вахида не раз совершали покушения. Гибли его товарищи по оружию. Он сам после тяжелых ранений чудом оставался в живых. 11 марта 2002 года на окраине родного села на него было совершено новое нападение. Сработал радиоуправляемый снаряд. Все 4 милиционера, находящиеся в машине, погибли. Это был последний день из жизни Вахида. Какие славные ребята были. Какое сложное было время. Я тогда возглавлял сельскую администрацию, и события того времени не выветрились из памяти. Все это останется со мной всю оставшуюся жизнь. А знаете, какая мужественная женщина была его мать? Когда ей принесли трагическую весть о гибели ее сына, близких ее родственников, она показала поразительную выдержку сама. Как глубоко верующий человек она знала, что все воля Всевышнего, никому не показала и эмоций. Да, удивительная женщина. И сына достойного вырастила. Вы должны сделать все, чтобы подрастающее поколение знало своих настоящих героев. Мы, молодые, будем равняться на них, ведь они погибли во имя нашей светлой жизни. Если мы забудем, грош нам цена. Мы своим сегодняшним благополучием обязаны именно им, нашим героическим землякам. Вы должны знать, что Вахид был предельно мужественным. Он не был сыщиком, у него было другое направление, экономическое преступление. Но мимо чудовищного преступления с убийством прекрасной девушки из нашего села он пройти не смог. Такие люди долго не живут, но они на все времена остаются в памяти людей. Это был рыцарь чести, рыцарь доблести, настоящий монарх.